Я это Россия, Россия это я. Самопровозглашенный страж Федерации, гроза свободолюбивого Кавказа и верный пес Кремля Рамзан Ахматович Кадыров в своей героической комичности превзошел других политических звезд, которые просто обожали привязывать рейтинг к различным экстравагантным поступкам. Более 10 лет он неизменно правит в Республике Чечне с невероятным набором легальных и нелегальных занятий, часть из которых пафосно выдает за традиционные ценности и поражает своим напускным патриотизмом. Я очень умею подчинять. Я всю жизнь подчинялся моему отцу. Я подчиняюсь закону, я подчиняюсь Путину Владимировичу. Спичи о верности Путину Рамзан регулярно выдает федеральным каналам. Для внутреннего потребителя на чеченском телевидении он любит говорить о нравственности и великодуховности. Например, показательно ругает наркодилеров, вспоминая и Коран, и честь родителей. Рекордными стали антинаркоманские собрания Кадырова в 2016-м. Президентская гвардия согнала в Грозненский амфитеатр несколько тысяч человек, наркоманов и их семей. Своей личной семейной жизнью Кадыров доволен. 10 своих детей и 2 приемных. Жена Медни Мусаева, его бывшая односельчанка, с которой он познакомился еще в школе. С тех пор они вместе. И несмотря на слухи московской прессы о возможном романе с ведущей Тиной Канделаки или о любви к лезгинке в обществе чужих женщин, никаких точных фактов о возможных похождениях Кадырова налево нет. У главного Нохчи душа лежит к другому. В поисках лайков Кадыров снимает уникальные своей примитивностью пропагандистские шедевры, как вот этот с претензиозным философским месседжем о расправе над змеем зла. Или устраивает выездное заседание правительства, раздавая лошадей своим джигитам. После теплой встречи с президентом Беларуси Лукашенко он понял, что аграрные фишки тоже хорошо влияют на рейтинг, и скопировал любовь к картофелю белорусского президента на собственном огороде. У Кадырова, правда, получился романтический сбор клубники. Но любимая тема Кадырова – война. Я как воин говорю, я пришел в политику как воин. И я только, у меня любимое дело, так сказать, защищать народ, воюет, защищать народ и государство. Поэтому мы готовы выполнить любой приказ, любой сложности. И для этого сняты терабайты видео воинственного Рамзана, который занимается спортом, чтобы поддерживать форму. Секрет раскрученного бренда Рамзана Ахматовича скрывается не только в его личной фантазии. В кругу его ближайших друзей помощник и личный советник главного человека в РФ Владислав Сурков. Многолетний серый кардинал Кремля, который выстроил публичный образ Путина, создавал Путин-Югент движение «Наши» и разрабатывал план агрессии против Украины, чеченец по национальности. Поэтому понятной становится его связь с наместником Чечни, с которым он дружит с семьями. Потому что у нас не как у евреев, там, знаете, у нас по отцовской линии. Если отец чечен, то он чеченец. С его подачи сформировался и целостный образ Рамзана, который, с одной стороны, наводит ужас на путинский электорат, Кто не понял, тот поймет. а с другой, в обмен на финансовую поддержку, гарантирует федеральному центру стабильность на Кавказе. Имея миллионные аудитории мнимых и реальных фолловеров, Кадыров в подростковой пылкости ввел аккаунты в нескольких самых крупных соцсетях. Инстаграм ему посоветовала завести жена Суркова Наталья Дубовицкая. Я сам пользуюсь, и ни один фотографии, текст, кроме меня, мой Инстаграм не поставил. То есть на все нужно ваше утверждение? Да, на все 100%. Я сам ставлю после того, как ролик, они рабочие делают там, специалисты. Я им советую, какие кадры надо, что надо поставить. Все, что связано с моим Инстаграмом, собственно, я хозяин. Но теперь уже нет. Facebook и Instagram заблокировали его аккаунты после того, как Кадыров попал в санкционный список США. Рамзан был младшим сыном главного муфтия, восставшей в 91-м Чеченской республике Ичкерии, Ахмата Кадырова. Вместе с отцом он воевал за независимость против российских федералов. Изменение курса произошло после Хасавюртского перемирия, которое закончило Первую Чеченскую войну. Ахмат поссорился с ваххабитами и начал педалировать тему сохранения Чечни в границах Российской Федерации. Младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят,
подойти и налить им чаю. После окончания Второй Чеченской войны Ахмад Кадыров стал президентом, а его сын Рамзан возглавил силовиков. Именно он переманивал повстанцев на свою сторону и занимался ликвидацией тех, кто продолжал воевать за независимость. Резкое изменение убеждений Кадыровых их оппоненты объясняют просто. Кадыров с 1981 года, когда в Чечне и молиться было запрещено, сотрудничает с КГБ. Мы узнали об этом в 1996, когда захватили в Грозном архивы КГБ. В конце концов, во время празднования в Грозном 9 мая в 2004 году Ахмата Кадырова взорвали. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских повстанцев Шамиль Басаев. В Кремле замену пророссийскому главе республики искали недолго. На его место Москва поставила сына Ахмата, Рамзана. Когда я с ним познакомился, я вообще... Так первое у меня впечатление было, умеет ли он вообще разговаривать, потому что он рычал в основном в ответ. Что такое нечленораздельное. Вот. Но когда он реально начал работать, и особенно когда он стал главой республики, я просто с удивлением смотрел иногда на экран телевизора. Как и что он говорит, как четко он схватывает суть происходящих событий, как прямо и ясно формулирует свое отношение к происходящим событиям. Кроме доверия Кремля, Кадыров-младший получил огромный карт-бланш. Уникальная история, когда экс-боевик становится героем страны, против которой ранее воевал. Кроме того, в Грозный потекли солидные деньги на восстановление Чечни после войны. Взамен он стал чемпионом комплиментов кремлевскому начальнику. Никто до сих пор в России не смог переплюнуть кадыровских 100-тысячных маршей ко дню рождения Путина. Действительно, хотят выразить свою благодарность нашему президенту, национальному лидеру, великому патриоту Владимиру Путину. И действительно, благодаря Владимиру Путину у нас сегодня порядок, процветание. Совместными усилиями Путина и Кадырова Грозный удалось восстановить, застроить небоскребами и новыми зданиями, хотя за пределами центра быт чеченцев остается в плачевном состоянии. По приблизительным подсчетам, армия Кадырова насчитывает до 40 тысяч бойцов. Все они формально принадлежат к разным подразделениям силовых ведомств Российской Федерации, но выполняют поручения местных командиров. Этого достаточно, чтобы зачистить Чечню от конкурентов Рамзана. И если в начале своего правления Нохчи сжигал дома и заказывал киллеров своим недругам, то теперь глава Чеченской Республики придумал собственную фишку. Компромиссом между ликвидацией и равнодушием относительно критики стали публичные извинения. Критиков Салцеликова Нохчи достают даже за границей. И он мне начал говорить: я отдаю Ахмеда и от Кадырова Рамзана. Они мне сказали тебя передать. Если ты видеообращение сделаешь, твою жену изнасилуем и твоих детей всех будем убивать. Их больше на этом свете жизни не будет. Если ты видеообращение сделаешь, твоя жена будет очень мучительно в пытках и будет твоей жене очень большие проблемы. Нашел убедительные аргументы Рамзан Ахматович, даже чтобы прижать к ногтю депутата из Зауральских гор, который посмел обозвать его позором России. Рамзан Ахматович, я приношу свои извинения, я был неправ. Я действовал сгоряча, эмоционально, и я приношу свои глубокие извинения. Но еще больше, чем критика Рамзана Ахматовича, огорчают заявления правозащитников из Transparency International об ущемлении прав секс-меньшинств в Чечне. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. Кадыров-младший убеждает, что говорить о жестокости режима в Чечне нет никаких оснований. Как это? Очень жестко. Я вообще не понимаю это. Я сегодня выдаваю, мы завтра выйдем в народ. Если хоть один человек, ребенок, будет не рад видеть нас, я сразу напишу заявление. Я говорю, я жесток и жесток с теми, кто нарушает законы, кто нарушает покой. И это нравится народу. А с народом я знаю, что я слуга народа. Слуга народа при этом имеет неплохие связи наверху.
В прямом смысле этого слова. Откуда деньги, Рамзан? Вы ответили, Аллах дает на восстановление Чечни. Я и сейчас говорю, Аллах дает, хвала Аллаху. Вас о чем не спросишь. Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что не Аллах. Если же серьезно, то Кадыров после сокращения дотаций из Москвы, которые поскуднели из-за кризиса, начал искать инвесторов среди шейхов. В арабские страны он экспортирует мусульманские платья, которые шьет модельное агентство его дочери. Все хотят преподнести Кадырова такого неуправляемого, горячего, такого сякого. Нет, это абсолютно неправда. Видео с семьей Рамзана Кадырова, у которого 12 детей, помогает ему перекрыть строгий образ дикого горца. Но именно таким он остается внутри. Диктатор отправляет своих людей почувствовать вкус крови в иностранных конфликтах, которые ведет Россия. Вот украинский Донбасс. А это чеченские подразделения в Сирии. Я на все 100% считаю себя в команде президента и один из самых преданных ему. Президент наш никого не бросает. Из путинских халуев Кадыров достойнее всего принял известие о попадании в санкционные списки и нашел силы пережить потерю 3 миллионов фолловеров в забаненных аккаунтах в Фейсбуке и Инстаграме. Это, как это, я вообще не понимаю. С 2014-го в войнах не может забрать замороженные деньги призовых фондов, которые выиграли его скакуны в Германии. Кроме того, лошади Кадырова заблокированы в одной из конюшен в Чехии. Стоять, Казбек. Я не Казбек, но все равно стоять. Красование в седле дома – не единственный способ снять стресс, учитывая бессильные попытки напугать Америку и других врагов Путина. Единственные судьи, для которых его слова хоть что-то значат – рефери, которые судят чеченский футбольный клуб «Терек». Судья продажная! Был ваш голос? Да, это я. Рамзан Ахматович Кадыров, глава Чеченской Республики. Были на это причины. Крик души от всех болельщиков там. И, получилось. Было бы хорошо, если не получилось, не сказал бы, не высказался бы. Но я хочу, чтобы все слышали, что это я сказал от души, и все. 3 своим старшим сыновьям Ахматович забронировал чемпионские пояса в боях без правил. Кроме того, завел себе 2 карманных паяцев федерального калибра. Время от времени развлекается с бывшим КВНщиком Михаилом Галустяном, а рэпера Тимати заставляет жарить для себя шашлык, а потом срывает злость на нем на ринге. Фантазии Рамзану хватает на все фронта. При нем Чечня фактически получила то, за что боролась в 90-х, в течение 2 войн с Россией. 95-й регион получил солидные дотации из Кремля. В прошлом году 80% бюджета республики составляли вливания из федерального бюджета. В 2018-м это 27 миллиардов рублей или около 450 миллионов долларов. Еще один признак автономии – основной силы, от которой здесь все зависит, остаются чеченцы. Что на территории Чеченской Республики главенствует закон. Я вам официально заявляю, если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будь он москвич или старогорчанин, открыт огонь на поражение. С нами должно считаться. Российская оппозиция кусает губы от злости, тем более чеченский след в убийстве Немцова, который был локомотивом антипутинских протестов, ведет прямо в президентскую резиденцию в Грозном. Заур Дадаев, которого суд признал киллером оппозиционера, служил в батальоне внутренних войск «Север», который дислоцируется в Грозном и подчиняется ближайшему окружению президента республики. Но кроме критики кадыровцев, российская оппозиция ничего сделать не может. Ответственность за это, за создание очень опасного, неуправляемого режима на Северном Кавказе, я и мои коллеги по партии Парнас, по демократической коалиции, возлагаем непосредственно на Владимира Путина. Поэтому главная задача моего доклада – привлечь внимание российского общества к происходящему и потребовать немедленной отставки Рамзана Кадырова с поста руководителя Чечни. Владимир Путин заложил на Северном Кавказе бомбу замедленного действия, которая может взорваться и обернуться Третьей Чеченской войной. В ответ на обвинение, как с гуся вода, Кадыров доволен своими позициями, а Сюзерен доволен им. Я уже вам говорил как-то, для меня было даже неожиданно, что вы из человека, так скажем, настроенного совсем на другие целеположения в жизни, вдруг превратились и в хозяйственника хорошего. И... Вы сделали, из меня. Поэтому пока в 95-м регионе все под железным контролем одного человека.
который заставляет всю страну выполнять любые свои команды.